Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина, и вот о чем расскажем сегодня. Жители стоят в пробках, пешеходы передвигаются по проезжей части, дети опаздывают в школы. Вот у меня ребенок ходит с северного поселка, там нереально пройти. Если станут вот так вот две машины, все, дети будут просто в сугробе стоять. Как обильные снегопады переживают жители поселков авиастроительного района, расскажет Алия Сабирова. Борьба с киберпреступностью, наркотрафиком и ОПГ. Повышенной значимости всегда относится преступность среди несовершеннолетних. Об итогах работы МВД Республики расскажет Рамиль Галиуллин. Чтобы семья была крепкой и счастливой. Есть семья, есть на кого опереться, есть у кого получить помощь. Как огонь семейного очага из Татарстана передали в регионы ПФО, увидела Вероника Гайнутдинова. Сегодня наступил экватор уборки дорог Казани после обильного снегопада. С этого дня регоператор УК ЖКХ перешел на круглосуточный режим работы. В первую очередь будут реагировать на те заявки, где есть фото переполненных контейнеров, проезд к которым расчищен от снега. Если центр и районы столицы начали приводить в порядок, то в поселках ситуация пока критическая. Сегодня вечером частично для уборки перекроют улицу Беломорская. Водителей просят посодействовать дорожникам и убрать машины. Все для того, чтобы нормализовать трафик в пригороде. Ежедневно в авиастроительном районе водители стоят в пробках, пешеходы передвигаются по проезжей части, дети опаздывают в школы и детсады. В этом убедилась Алия Сабирова. Это улица Челюскина в поселке Сухая Река. После обильных снегопадов двусторонняя дорога здесь стала настолько узкой, что машины могут проехать лишь в один ряд. Как говорят сами водители, приходится уступать друг другу. И такие случаи здесь не редкость. Остановиться, пропустить и только потом проехать. Иначе водители рискуют остаться запертыми на нечищенных дорогах. Если я вижу, например, издалека кто-то идет, в начале улицы встаю, и вот так пропускаем друг друга. Вот сейчас только две машины вот там сзади пропускала я и стояла. Разъехаться можно со встречной машины, если есть карманы. Но карманов-то здесь почти и нету. Вот они встают друг напротив друга и ждут. Такое ощущение, про авиастроительный район забыли в этой массовой уборке города, говорят жители. Как следствие, километровые пробки утром и вечером. Автобусы не могут вовремя подъехать к остановкам. Дети опаздывают в школы и детсады, родители на работу. Накануне дочь Тимофея Немцева добралась только к 3-му уроку. Автобус идет с опозданием всегда. Вот. Но это исключительно вина не автобуса, а исключительно дорожная ситуация. Вот. То есть дороги не чищены, постоянные пробки у нас здесь. Вот. На работу выехать тоже невозможно. Сегодня автобус из Борисоглебска, он выезжает, сегодня написали, что в 6:50 он должен выехать. Он опоздал за этими детишками, детишки стояли на остановке с лыжами сегодня, потому что погода соответствует, чтобы кататься на лыжах. И они очень долгое время стояли, мерзли. В школу я не знаю, когда они приехали, наверное, не раньше, чем ко 2-му уроку. Дойти до школы пешком задача тоже не из легких. Тротуары завалены снегом, приходится идти по проезжей части. Вот у меня ребенок ходит с северного поселка, там нереально пройти. Вот я только что пришла тут, там идти невозможно. Если станут вот так вот две машины, все, дети будут просто в сугробе стоять. Когда на пешеходных дорожках сугробы, идти приходится только с оглядкой. Ходить невозможно, приходится идти по дороге. Не чистят. Усугубляют ситуацию на дорогах и фуры, застрявшие в поселке. Одна из них стоит еще со вчерашнего дня. Вторая сегодня в 3 часа, получается, утра застряла. Вот сейчас ее пытается груженный КАМАЗ вывести, но застревает, потому что снег не чищенный. Окончательно не решена еще и проблема поставок продуктов питания в магазины города. Минпромторг республики сообщил, ситуация стабилизируется к концу недели. Мы сегодня заехали в один из сетевых магазинов на Ярулина. Здесь нет молочки, мало хлебобулочных изделий и фруктов. Это уже супермаркет на Копылова. Здесь есть все виды товаров первой необходимости. Во вторник проводилось совещание с торговыми сетями, на которых представители обещали
что до 26-27 января все полки будут заполнены товарами. Мы продолжаем следить за ситуацией на АЗС. Сегодня в 2 заправках из 3 проблем с топливом не было. На одной нет 92-й марки бензина и дистоплива. Как сообщил сотрудник, 92-й закончился еще накануне утром. Появился бензин, все восстановилось, все нормально. Все марки бензина есть, 92-й, я обычно заправляюсь, 95-й тоже есть. То есть снегопад никак не повлиял на марки бензина. Сейчас от последствий снегопада больше страдают жители пригородных поселков. Они надеются, что до конца недели дорожные службы приведут надлежащий вид тротуары и проезды. Алия Сабирова, Алмази Адинов, ТНВ, Казань. 4-й день в Казани сохраняются 9, а то и 11-бальные пробки. Но горожане стараются поднимать настроение себе и другим. О последствиях снежного шторма десятки шуток и мемов в соцсетях. Делимся некоторыми из них. Так стойко казанцы переносят удары судьбы. Только отступил 30-градусный мороз, как его сменил буран, коммунальные аварии и пробки. Про снегопад делали мемы и пешеходы, и автомобилисты. Вспомнили тяжелый путь героев «Властелина колец», встретили царя горы и шутили, что на месте города остались лишь ледники. Предприимчивые размещали в интернете и на подъездах объявления с предложением почистить от снега машины. Больше всего веселились те, кто застрял в 10-бальных пробках. Татарстан? Нет, пробка-стан. Доброе утро, пробкачане. Родные, давно не виделись, соскучился. Я вас вижу чаще, чем своих родителей. Каждое утро на нашей улице начинается одинаково. Это уже обычай, традиция, я бы сказал, ритуал. Одинокие в пробках не теряют время и устраивают личную жизнь. Раз уж такие пробки, ищу парня от 25 лет. Ищу спутницу жизни, буду хорошим семьянином. Другие нашли нестандартный выход из пробки. А самым бесполезным прибором недели казанцы назвали камеры контроля скорости. Лина Зинатульна, ТНВ, Казань. В Татарстане сохраняется умеренно теплая погода. В эти минуты в Казани всего минус 7 градусов. Как сегодня сообщили в МЧС, на реке Кама на поверхность льда просочилась вода. Поэтому в Мамадышском районе с 6 утра временно приостановили работу переправы Соколка-Новый Закамский. Водителям следует это учесть и выбрать другой маршрут. В 2023 году в Татарстане раскрыли свыше 23 тысяч преступлений. Каждое 4-е тяжкое и особо тяжкое. Итоги работы МВД с участием Рустама Минниханова сегодня подвели на заседании коллегии. К уголовной ответственности привлекли почти 700 членов ОПГ. Еще 110 отправили за решетку за преступления в составе организованных групп. Как отметили, в 1,5 раза выросло число IT-преступлений. Татарстанцы каждую неделю отдают мошенникам по 20 миллионов рублей. Удается ли выйти на след преступников и вернуть средства пострадавшим? Репортаж Рамиля Галиуллина. При высокой нагрузке на личный состав осложнение оперативной обстановки не допущено. В прошлом году в Татарстане зарегистрировали свыше 55 тысяч преступлений. При этом каждое 4-е – это тяжкие и особо тяжкие. Стало меньше умышленных убийств, изнасилований, разбоев и грабежей. Сейчас самые низкие показатели за последние 30 лет. За год раскрыли свыше 23 тысяч дел, в том числе резонансных. В их числе убийство Новикова в Тукаевском районе, которое в течение почти 14 лет оставалось нераскрытым. Огнестрельное убийство Зиганшина и покушение на убийство Гарипова и Габдуллина. Убийство Гайсиной, совершенные в 2022 году на территории Хлаишевского и Зеленодольского районов. По горячим следам раскрыто убийство Ефремова, Мифтахова, Рогова и Тукмачева, Халиуллина, совершенные в Казани. Продолжается борьба с организованной преступностью. За год в Татарстане осудили почти 700 членов группировок. Выявлено больше 80 преступлений террористической и экстремистской направленности. Вынесены обвинительные приговоры по 40 случаям. Как подчеркнул Рустам Минниханов, борьба с экстремизмом и подростковой преступностью – одна из приоритетных задач. Для повышения эффективности принимаемых мер нужно оперативно задействовать все имеющие ресурсы и резервы. Следует активнее использовать новые нестандартные формы профилактической работы с молодежью. За минувший год в 1,5 раза выросло число кибермошенничеств. Зарегистрировано более 26,5 тысяч фактов. В каждом 3-м случае преступники действовали за пределами республики. Пресечена работа 8 финансовых пирамид. Правоохранителям удалось вернуть почти 4 миллиарда рублей, похищенных у татарстанцев. Криминальная схема, в том числе по выводу незаконно полученных доходов, часто меняется. Важно на постоянной основе вести информационно-разъяснительную работу среди граждан о новых разновидностях подобных преступлений и способах защиты от них.
Особое внимание борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Ликвидировано 6 нарколабораторий, перекрыты 47 каналов поставок, ликвидировали больше полтонны запрещенных веществ. Отдельная тема – работа с мигрантами. Сейчас в республике на учете стоят почти 400 тысяч человек. По итогам года за нарушение закона из республики выдворили 3000 иностранных граждан. Мы свои предложения подготовили, я Мишустину это представил. Отказаться от мигрантов мы не можем. Вот вся эта экономика требует людей. С мигрантами надо работать. Надо создать им условия, чтобы они социализировались. На заседании Совета Безопасности Республики и Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям мы выработали комплекс мер по созданию условий для социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов. В целом, как отметило федеральное руководство, МВД Татарстана с задачами справилось. Это одно из лучших наших подразделений территориальных по целому ряду обстоятельств. Главное это то, что республика стабильна. Главное это то, что население позитивно оценивает вашу работу. И это дает основания для оптимистических выводов. В этом году в республике пройдет целый ряд крупных событий. Это и выборы президента страны, саммит БРИКС и игры будущего. Как подчеркнули, их успешное проведение во многом будет зависеть от правоохранителей. Рамиль Галиуллин, Давид Абдуллин, ТНВ, Казань. Республиканские центры занятости помогают трудоустроиться вернувшимся участникам СВО и их семьям. Сегодня в Центре занятости Московского и Кировского районов Казани прошла специализированная ярмарка вакансий. Список предложений большой, более 1000 специальностей. Участвовали 15 заводов и предприятий. Какие льготы работодатели готовы предоставить защитникам страны, знает Ирина Васильева. Специальности, да? 58-летний Радик Халимдаров на ярмарку вакансий пришел одним из первых. За плечами год службы в зоне СВО. Вернулся в июне, а в Херсоне получил ранение. У Радика 2 высших образования – экономическое и спортивное. 19 лет проработал учителем физкультуры в техникуме. Теперь все сначала. Здесь в основном предлагают все-таки такие рабочие специальности, востребованные на заводах. Московский, Кировский район. Есть вышки, вот я видел. Мои сослуживцы тоже пытаются трудоустроиться. Не у всех тоже получается. Потому что есть ограничения уже по здоровью. Землю Русь, отчизну стерегу, доблесть воинства за честь отцов. Не дремлет дух святых бойцов. Стихотворение «На страже» Радик Халимдаров написал на передовой. Так он поддерживал боевой дух товарищей. Сейчас хочет заняться патриотическим воспитанием молодежи. Уже обучился в Центре занятости на преподавателя начальной военной подготовки. Патриотическое воспитание, конечно, сейчас важно. Потому что сейчас меняется вообще отношение общества. Патриотов, да, все хотят видеть у нас и в политике, и в учебе, и среди граждан. Поэтому воспитание молодежи – это то, что должно стоять на первом месте. Сейчас в Казанском центре занятости 1100 вакансий. Инженеры, бухгалтеры, водители, токари и сварщики. Работу предложили 15 городских предприятий и компаний. Некоторые готовы помочь и с проживанием. Казанский пороховой предлагает до 80 тысяч рублей аппаратчикам, а оптико-механический – 50 тысяч литейщикам. У нас есть специальный мастер производственного обучения, который даже теоретические занятия с ними проводит. Они вот как в учебном заведении с ручками, с тетрадками изучают прям азы оптики. Такие ярмарки вакансий для участников СВО в республике проводят 2-й год. За это время обратились 56 человек. Работу нашли каждому второму. Остальные пошли на переобучение. Безусловно, за всеми теми, кто был мобилизован, ушел в зону СВО, сохранялись рабочие места. Но среди ребят были те, кто не был трудоустроен до этого. И сейчас есть те, кто, вернувшись, приобрели там новые какие-то компетенции, либо хотят поменять место работы. Работодатели предлагают не просто место работы, но и, так скажем, соревнуются между собой по тем социальным гарантиям, которые дополнительно к уровню оплаты еще есть на предприятии. Кто-то может предложить еще дополнительно съем жилья, компенсацию ставки процентной по ипотеке. Кто-то предлагает возмещать транспортные расходы. В Центре занятости родственники могут получить консультацию психологов и пройти арт-терапию. Спрос, конечно, есть, поскольку
Эта категория сейчас очень нуждается в содействии. Наша служба занятости оказывает всестороннюю помощь. У нас есть и психологические консультации, и консультации по социальной адаптации, и профессиональное обучение, и содействие в трудоустройстве, естественно. Участникам СВО и их семьям доступны новые сервисы. Это помощь в составлении резюме и возможность регистрации в качестве самозанятого. Сирина Васильева, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань. Татарстан сегодня передал 8 регионам ПФО частичку огня семейного очага. Из каждого субъекта приехали пары, многодетные семьи. Церемония прошла в центре семьи Казан, прямо во время регистрации брака одной из казанских пар. Семейный очаг зажгли в Москве на ВДНХ позавчера на церемонии открытия Года семьи. В Татарстан его привезли молодожены Зиеддиновы. У Виталия и Дианы Гущиных из Казани сегодня самый важный день. Они стали семьей. На свадьбу собралось буквально все Поволжье. И это не шутки. Разделить их радость приехали многодетные семьи из 8 регионов ПФО. Так, Гущины сегодня зажгли не только свой семейный очаг, но и передали частичку огня в Нижегородскую, Ульяновскую, Кировскую, Саратовскую, Пензенскую области, в республике Марий Эл, Удмуртия и Чувашия. Это пламя семейного очага «Сердце России». Его зажгли на ВДНХ на церемонии открытия Года семьи, который был объявлен президентом Владимиром Путиным. В Татарстан огонь привезла семейная пара Зиеддиновы. Многодетная семья Корякиных приехала за пламенем к нам напрямую со Всероссийского семейного форума в Москве. Очень трогательно, что мы остановились в Казани именно для передачи семейного огня в нашу дорогую Удмуртию. Это династия работников культуры из Чувашии. В Казань приехали сразу 3 поколения Ивановых. Все они выступают в ансамбле «Выгод». В переводе с чувашского «клад». Говорят, семья – самое драгоценное, что есть у человека. Этот огонь несет семейную крепость, любовь. Есть семья, есть на кого опереться, есть у кого получить помощь. И в жизни веселее жить с семьей. Теперь семейный огонь будет постоянно гореть в центре семьи Казан. На почетном месте у нас будет стоять капсула с этим огнем. И всем молодоженам, брачующимся в центре, заключившим брак в центре семьи Казань, будет частичка этого огня передаваться. Завтра в нашей столице ждут семью из Башкортостана. Таким образом, до конца недели очаг «Сердце России» окажется во всех регионах округа. Вероника Гайнудинова, Наиль Абдуллин, ТНВ, Казань. В Татарстане растет задолженность по жилищным кредитам. Сколько не заплатили жители, и за счет чего республика обогнала все регионы ПФО. Читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня Центр избирком России утвердил форму избирательного бюллетеня на выборах президента страны. Фамилии зарегистрированных кандидатов будут размещаться в алфавитном порядке. Каждому отведут одинаковую площадь. Печатать бюллетени будут на белой бумаге с защитной сеткой зеленого цвета. Текст только на одной стороне и на русском языке. По решению региональных избиркомов информация может быть напечатана на государственном языке республик. Выборы президента страны пройдут с 15 по 17 марта. В Татарстане Центр избирком запустил акцию, приуроченную к Году семьи в России. Она называется «Всей семьей на выборы». Ее цель – сходить на участки всем вместе и отдать голоса. Как сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова, за выборами будут следить от 500 до 1000 международных наблюдателей из 100 стран мира. Сегодня в стране отмечают Татьянин день. Рустам Минниханов поздравил студентов вузов и СУЗов республики. В честь праздника Раис выложил в соцсетях пост с мемом. Счастливых и ярких студенческих лет, легких сессий и интересных семестров, подписал он фото. Традиционно в Татарстане в этот день вручают республиканскую премию «Студент года». Ее финал прямо сейчас идет в «Пирамиде». Главную награду «Гран-при» вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов. С места события Сирина Васильева. В холле Казанской пирамиды буквально яблоку негде упасть. Как видим, здесь царит атмосфера драйва и радости. Сегодня здесь собрались самые талантливые студенты всей республики. Главную
Главной миссией премии – найти, поддержать и поощрить талантливых студентов. О престиже говорит количество заявок. В этом году участвует почти 600 студентов, которые учатся в 29 вузах. На данный момент мы занимаемся добровольством вместе с командой молодежки Народного фронта. Так был дважды в командировке в Луганск гуманитарной миссии. Также помогал в сборе, погрузке гуманитарной помощи пострадавшим жителям Палестины. Победители озвучивают 20 номинациях. Лучшим медийщиком признана Ева Батюкова. Старостой года стала Лилия Тагирова. Обе из КФУ. Награду лучшему патриотическому объединению, поисковому отряду «Химик» КНИТУ лично вручил Герой России Расим Баксиков. Ощущения довольно-таки колоссальные, хорошие. Это наша первая победа в данной номинации. До этого были попытки, становились лауреатами неоднократно. Победители получают возможность стажировки в ведущих предприятиях республики. Имя обладателя гран-при объявил Рустам Миниханов. Искренне хотел бы поблагодарить вас за вашу жизненную позицию. Не только вы передовики в учебе, вы волонтеры, вы занимаетесь общественной деятельностью, вы занимаетесь спортом. И, конечно же, вы будущее нашей республики, нашей страны. Аплодисменты вам. Поздравляю вас. Итак, студентом года стала Гузель Газетдинова. Она учится на 2-м курсе Казанского энергетического университета. Конечно же, при мысли, что мне надо будет выходить на сцену, немножко будоражит, так сказать, есть небольшое волнение, но я чувствую, что я на своем месте, и это действительно то, к чему я стремилась. Моя миссия – это продвигать татарский язык и культуру среди молодежи. В следующем году премии будут вручать в 20-й раз. Сирина Васильева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. С 29 по 31 января в Международном выставочном центре «Казань-Экспо» состоится 6-я специализированная сельскохозяйственная выставка достижений АПК «Татагроэкспо». Свою продукцию и технологии представят более 200 компаний из разных регионов страны. Выставка достижений российского агропромышленного комплекса развернется на площади 25 тысяч квадратных метров на Казань-Экспо. Традиционно состоится обширная деловая программа, которая охватит все направления АПК. Центральным событием станет итоговая коллегия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики. Участвуют руководство Татарстана, главы районов и директора агрохолдингов. Уже на следующей неделе на территории Международного выставочного центра Казань-Экспо состоится выставка «Татагроэкспо», которая будет проходить 3 дня. Это прекрасная площадка для обмена опытом, для живого общения, а также хорошая возможность показать наши достижения. И мы приглашаем жителей республики посетить это масштабное мероприятие. В выставке примут участие более 250 компаний, которые представят свои разработки в области растениеводства, животноводства, переработки продукции и техники. Татагроэкспо станет площадкой для диалога, презентации своей продукции и переговоров с потенциальными партнерами. Вход для всех свободный. В дни выставки каждый час будут курсировать бесплатные автобусы от остановки метро «Проспект Победы». Все подробности можно узнать на сайте tatagroexpo.ru. Как помочь татарам, проживающим вдали от малой родины, сохранить язык, культуру и традиции? Как им удается на протяжении веков беречь свою национальную идентичность? Важный диалог с руководством республик Северо-Кавказского округа выстраивает Национальный совет Всемирного конгресса татар. Вторая точка рабочей поездки – Чеченская республика. По данным последней переписи, здесь проживают около 1200 татар. Такая встреча с нашими соотечественниками впервые. Олег Ирудинова с подробностями. Мемориальный комплекс славы имени Ахмата Кадырова. Делегация из нашей республики и министр по национальной политике Чечни Ахмед Дудаев возлагают цветы к мемориальной плите Героя России. Сегодня в Чечне проживают 1237 татар. В 2002 году здесь организовали национально-культурный центр наших соотечественников. И этот визит – еще один шаг в укреплении межнациональных и культурных связей. Позвольте мне поприветствовать вас от лица Рамзана Ахматовича Кадырова. Я от себя лично на гостеприимной чеченской земле проживает более 1200 представителей татарского народа. Они представлены во всех органах власти.
и вносит достойный вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики. Татарстан и Чечню связывают братские отношения. 22 года назад Ахмад Кадыров и Минтимир Шаймиев подписали историческое соглашение о сотрудничестве и восстановлении экономики, возрождении долгосрочных связей между республиками. 2 года назад документ обновили Рустам Минниханов и Рамзан Кадыров. От имени раиса главы нашей республики Рустам Нургалиевич, от имени правительства и от себя лично приветствую вас. Между Татарстаном и Чечней крепкие экономические связи. Почти весь грузовой автопарк Чечни состоит из татарстанских КАМАЗов. Мы поставляем медицинское оборудование, стройматериалы, сотрудничаем в области машиностроения. Россия сильна, когда сильны ее регионы, подчеркивает Василь Шейхразиев. 3 года назад специально был объявлен год дружбы народов, проживающих в Татарстане, и каждый народ смог показать себя со всех сторон. И очень много мероприятий проводим, и в данном случае вопрос даже не бюджета. Вопрос, чтобы каждый народ, который проживает, мы говорим, в Татарстане, Чеченской Республике, России, чувствовал себя полновластным хозяином и мог проводить достойно все свои национальные праздники, вести свою традицию, работать над сохранением своего языка, веры. А когда говорим ислам, да, вот 2 года назад, 1100-летие принятия ислама, в Волжской Болгарии мы очень так достойно по поручению Владимира Владимировича на федеральном уровне провели. Муслим Хучиев отметил, 2024 в России объявлен годом семьи. Межнациональные узы, как и родственные, будут только крепнуть, уверен он. Этому способствует дружба руководителей 2 республик. Мы всегда чувствуем с вашей стороны уважение и дружбу. И Рамзан Ахмадович очень высоко ценит отношения с руководителем Татарстана. И очень тепло, с уважением всегда о нем говорит. И ставит нам в пример и Татарстан. И мы часто различные делегации по различным министерствам, ведомствам ездят, чтобы принять передовой опыт Татарстана. Тем более у Татарстана есть чему поучиться. И мы активно этим пользуемся. В Грозном есть улица Татарская. Проживают ли здесь татары, мы не знаем. Но сейчас делегация нашей республики направляется к месту компактного проживания татар, станицу Гребенская. Национальный совет расскажет о работе Всемирного конгресса татар и наметит планы на 2024 год. Большой рабочий тур по регионам Северо-Кавказского округа продолжится и завтра. Уже сегодня вечером нас ждут в Кабардино-Балкарской республике. Алия Хайрудинова, Владимир Гурьянов, ТНВ, Грозный. В Чистополе в естественную среду выпустили длиннохвостую неясыть, сову, которая занесена в Красную книгу. На днях птица врезалась в окно дома, потеряла равновесие и упала на землю. Ее нашла местная жительница и позвонила специалистам. Ветеринары, убедившись, что птица не получила серьезных повреждений, решили выпустить на волю. В последние годы неясыть все чаще залетает в города. Это говорит о росте популяции. Новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дзихате. До встречи в 21:30. Хочешь чистый ковер? Постирай профессионально на ковромоечном станке у Хаттабыча. Хочешь постирать бесплатно? Подпишись и следи за акциями в группе ВКонтакте Хаттабыч. С 25 января по 6 февраля распродажа индийских товаров. Оренбургский тракт 8, Казанская ярмарка. Бриллианты, рубины, изумруды или сапфиры. Ювелирное счастье начинается в салонах Яхант. Наступила бриллиантовая зима. На все украшения с драгоценными и полудрагоценными камнями скидка 50%. Яхант. Рады удивлять. Требуются сотрудники на прием и распределение товара на складском комплексе Wildberries. Опыт работы не требуется, мы всему вас научим. Скачай приложение WB Job, заполни анкету и выбери удобное место работы. Ждем тебя в нашей команде. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» легендарному трактору вторую жизнь. Вареники «Цезарь» 600 грамм, 105 рублей. Это победа! Золотая устрица поддержит ваше мужское здоровье, хорошее настроение и уверенность в себе. Золотая устрица. Капсулы мужской силы. Решайтесь на большее. В Эксид-центре РРТ премиальные внедорожники Эксид с преимуществом до 1 040 000 рублей. Комплект зимних шин в подарок. Подробности в Эксид-центре РРТ 207 2080. Занимайтесь любимыми делами, а вкусных угощениях
позаботимся мы. Здравствуйте! Исянмисыз. В Татарстане в предстоящие сутки температура чуть понизится. Подробнее через пару секунд. Только до конца января скидка 20% на изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер. Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкафу-купе по вашим размерам. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, Кукмаре и Высокогоре облачно, осадки в виде небольшого снега. Температура в течение суток от 8 до 10 градусов ниже 0. В Буинске, Апастово, Кайбицах температура от 6 до 8 градусов мороза днем и от 6 до 7 градусов ночью. Здесь тоже облачно, слабый снег. В Черемшане, Аксубаево, Мамадышем тоже пасмурно и местами снежно. Температура днем 8-9, ночью 9-11 градусов мороза. В Нижнекамске, Агрызе, Менделеевске облачно, небольшие осадки от 9 до 12 градусов и днем, и ночью. В Альметьевске, Лениногорске и Бугульме местами будет идти снег 8-10 днем и 10-12 градусов мороза ночью. Комфортная погода будет и в туристических городах республики. В Свияжске облачно, снег, температура 9 градусов мороза днем и 8 ночью. В Болгарах днем -7, ночью -6 градусов. Здесь тоже пасмурно, осадки. В Елабуге пасмурная погода, слабые осадки, температура днем и ночью 9 градусов ниже 0. В Казани прогнозируют пасмурный день. Пройдет небольшой снег. Температура в течение суток одинаковая, 8 градусов со знаком минус. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер около 3 метров в секунду. Влажность 82%. Магнитное поле Земли спокойное. Пока это все. Я с вами прощаюсь. Берегите себя. До встречи.